Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, огромное вам спасибо за прошлую передачу, потому что она дает огромное вдохновение каждому человеку, кто стоит на пути построения созидательного общества. И отдельное спасибо за дружеские объятия, потому что это невероятно трепетно и очень-очень-очень взаимно. И вы знаете, Игорь Михайлович, вот наши друзья, они отметили, что в действительности они уже сейчас видят, чувствуют и понимают, что созидательное общество — это еще и общество настоящих друзей, общество людей, которые откликаются всегда на чужую радость и на чужую беду. И сам процесс построения созидательного общества очень сильно меняет самого человека, самих участников, потому что на самом деле меняется и мышление их, потому что ты уже не ожидаешь что-то от кого-то, а ты сам действуешь, ты сам принимаешь первые шаги, ты уже работаешь на отдачу. И помимо этого происходит освобождение от различных предрассудков, от иллюзорных опор, и ты уже в каждом дне задаешься другим вопросом: а для кого я стал опорой? А кому я помог? А что я сегодня сделал для того, чтобы помочь другим людям, помочь своим близким? И вообще вот этот процесс участия в проекте «Созидательное общество» на самом деле он еще и связан с преодолением и своих страхов, и каких-то внутренних слабостей. И вот ребята отмечают, что когда они начали делать такие первые шаги, осмелились, действуют уже не робко, а более смело, то они почувствовали огромное укрепление внутри себя, огромную уверенность и огромную силу духа. И мне сразу же вспомнились слова из книги «Зоосмос», где говорится о том, что смелость порождает силу духа. Сила духа сплачивает в единство. Единство удесятеряет силу. И единый дух, он изменяет цикл. И вот это как раз то, что необходимо сейчас нам, всему человечеству. Как раз-таки вот изменить этот цикл. И все начинается, как оказывается, со смелости вот таких простых людей. Хотя сознание это рисует, что по-другому, что тебе нужно дождаться какого-то ресурсного состояния, что нужно дождаться вдохновения вот этого внутреннего, потому что ты смотришь на других участников проекта, они с энтузиазмом таким действуют. Вот. А на самом деле все начинается с такого маленького выбора человека. Да, все начинается с выбора. Мгм. И здесь очень важно, друзья, разобраться, скажем так, что мешает или что не дает человеку сделать первый шаг. Мгм. Ну, практически на любом пути. Но если мы берем созидательное общество, то в данном случае этап — это оповещение, скажем, всех и вся, то в данном случае как раз первый шаг человеку мешает сделать его страх, его рабство, которое в нем произрастало из поколения в поколение и, скажем, укоренилось практически в каждом из нас. И вот сделать вот этот первый шаг, избавиться от сомнений крайне сложно. Поэтому и сидят, и Мгм. ждут, Мгм. когда Дух Святой к ним снизойдет, наполнит их силой, чтобы они смогли выйти, сказать. Мгм. Не придет. Знаете почему, друзья? Потому что людям дается лишь тогда, когда они действуют. И вот в этом, собственно говоря, и, скажем так, самый большой секрет наполнения вот этим духом, вот этой силой, которая снисходит на некоторых, и когда этих людей видят другие люди, начинают думать, что надо дождаться вот этого вдохновения, Состояние, вот да. этого наполнения, когда тебя слушают, когда ты можешь это донести людям и тому подобное. А вот многие говорят: ну что, я вышел, начал разговаривать с людьми, меня не хотят слышать, и что мне делать, да? Мгм. И все, энтузиазм пропадает. А энтузиазм — это самое-самое важное. А что такое энтузиазм? Бог внутри. Вот, Мгм. Внутри тебя. правильно. Это в переводе с греческого языка означает «Бог внутри тебя». Видите, как все просто. Так вот, вначале нужно его проявлять, чтобы он появился. То есть все очень просто. Да, я понимаю, конечно, хочется выйти, Мгм. начать рассказывать, к примеру, к соседу, и сосед взахлёб тебя слушает и все остальное, а не просто, знаешь, вот ты вышел к соседу и говоришь: слушай, а вот ты знаешь о созидательном обществе? Он говорит: да иди ты
мне сейчас некогда, и все. Мгм. И пропал энтузиазм, да? А как может в человеке пропасть Бог? Простой вопрос. Значит, в нем его и не было. А если он есть, Мгм. то никуда он не денется. Но начинать надо, друзья, с первых шагов. А первые шаги — это цель. Вот если человек ставит себе цель, если у него она уже сформирована, то никакой страх не сможет его удержать. И никакая неудача, ну, при первых общениях, допустим, с тем же соседом, его не разочарует. Самое важное для человека — понять, кто он, и определиться с его целью. Если он хочет в действительности стать свободным, перестать быть рабом, в действительности обрести настоящую внутреннюю свободу, то нужно что? Таки сделать этот первый шаг Мгм. и не останавливаться на нем. И тогда все придет. Да, конечно, я понимаю, что хочется, чтобы было и вдохновение, Мгм. да, и энтузиазм переполнял. Тогда, конечно, все легко и просто. Но к этому надо прийти, друзья. Поэтому не бойтесь делать первые шаги. Пусть неудачно, пусть вас не слушают. Но вот еще один совет. Не тратьте время на тех, кто вас не слушает. Правильно? Идите дальше, да? Идите дальше. Мгм. Людей очень много. Нам надо оповестить 8 миллиардов. Но вот смотрите, в чем маленький феномен сокрыт. Вот вы начали разговаривать с соседом о созидательном обществе, а он не захотел вас слушать. Мгм. Если вы расстроились, пошли домой, все пропало. Ну, скажем, хотя бы на какой-то промежуток времени для вас, а может быть и для всего человечества, правильно? Но это лишь потому, что вы не понимаете, как устроен мир, друзья. Вот поэтому вы разочаровываетесь. Мгм. Ну, даже если мы не будем вникать в глубину, скажем, построения этого мира и всего остального, а глянем просто вот с человеческой позиции. Вот вы поговорили с соседом, он не захотел вас слушать, может, даже и послал, посмеялся или еще что-то. Развернулись и пошли дальше, с другим соседом разговаривать, с знакомыми, незнакомыми людьми. Обязательно найдутся те, которые будут с вами и спорить, и убеждать вас, что этого не может быть. А будут и те друзья, которые согласятся с вами. Но знаете, что важно? Вы уже оставили свой след в каждом из тех, кто вас не принял, кто не захотел с вами говорить, но они услышали о том, что есть созидательное общество. Они могут послать еще десяток таких же, как вы, но придет 11-й, которого он выслушает. И в конечном счете ваш сосед может стать очень серьезным, хорошим помощником, в том числе и для вас. Иногда бывают люди, которые настолько, скажем, погрязли в собственной мелочной жизни, они не могут перешагнуть и даже понять о том, что они рабы. Просто сама система, средства массовой информации, родители, их окружение, жизненная ситуация настолько людей загнала под плинтус, как таракана, что он не видит солнечного света. Он не может понять, что он не один в этом мире. Он не может понять, что он прежде всего человек. А раз он человек, значит, он может стяжать и Духа Святого. Значит, наполниться силой, энтузиазмом может и он. И многое может сделать для каждого человека в этом мире. Потому что сам, наполнившись Духом Святым, ты, друг мой, сможешь это передать и другим. Да, не все его способны воспринять. Как воспримет человек, который, скажем так, управляем бесом, да? Вот говоря религиозным Мгм. языком. Когда в человеке доминация беса, разве примет такой человек Духа Святого? Нет. Почему бес не позволит? Он же ж там главный. Но личность этого человека, сам человек, он все равно почувствует. Он почувствует Духа Святого, который был рядом с ним. Его колыхание — это невозможно не почувствовать. Даже если бес взбесится, даже если он начнет его сильно отвлекать, да, человек может
получить отрицательную эмоцию, наполниться ненавистью. Да, очередные сектанты или глобалисты придумали что-то новое, чтобы вот окончательно вот испортить мне жизнь, да? Ну, полно таких людей. А почему они такие? Потому что жизнь у них такая. Потому что бес, который ими управляет, он превратил их самих, ихнюю жизнь, извините, в экскременты. И вот куда бы ни пошел этот человек, он везде видит только отходы в жизнедеятельности. Почему? Потому что он сам стал таким. Понимаете? Но он же человек. Конечно, с таким неприятно общаться. И не нужно на таких останавливаться и убеждать их. Достаточно того, что ты попытался рассказать, друг мой. И как мы уже говорили, 10 человек он отправит от себя, но 11-го он выслушает. И это поможет ему не только освободиться от беса и стать самому человеком, но это поможет ему, возможно, еще раз говорю, если он этого захочет, и обрести даже жизнь. Все может быть. Поэтому мы не видим, какие вызывают последствия наши действия. Даже, казалось бы, для нас они неудачны. Почему? Ну вот приведу простой пример. Опять-таки, ну, общение с соседом. Вышел человек пообщаться с соседом, рассказать ему о созидательном обществе, вдохновленный. Ну, он-то знает, что это хорошо. Пришел к соседу, а у соседа куча проблем, да? Ну и, скажем, помимо проблем, еще и без головы, который тут же его отверг. Немного не вовремя зашел. Совершенно правильно. Скажем, если бы это было через 5 минут позже или на 5 минут раньше, может быть, этот сосед и стал бы слушать человека, но не стал. Вот как раз самый ненужный момент. Но все равно информация к этому человеку зашла. И хочет он или не хочет, он начнет об этом думать. Да, пусть со злостью, под диктовку беса, но он уже эту информацию получил. Бес послабился, и этот человек может набраться того же энтузиазма. Вот не полениться, зайдет где-то в интернете, почитает еще что-то. Но ему же интересно, почему его сосед такой больной, что прибежал к нему рассказывать о каком-то созидательном обществе. Вот просто даже под диктовку того же беса. Посмотреть, кто он, глобалист, сектант или просто с ума сошел. А зайдя в это информационное поле, именно созидательного общества, он может увидеть, насколько это прекрасный мир, который может избавить его от всего того, во что его вогнал дьявол. Тоже, скажем так, бытовое рабство. Разве не так? Когда даже мужчина, приходя домой, у него масса дел, а он пришел с работы, а у многих работа тяжелая или нервная, скажем. Все равно тяжело, он пришел, он устал. Ему хочется отдохнуть, а здесь что-то сломалось, что-то надо починить. Ну, все как всегда. Знаете, вот если что-то ломается, оно всегда ломается почему-то не вовремя. А почему не вовремя? Для того, чтобы позлить человека, для того, чтобы его еще больше приземлить, убрать вот это, скажем, его стремление к жизни, показать, что жизнь — это суета, это проблема, разочаровать его. Ну разве не так? Ну ведь бес он и есть бес. Он из крайности в крайность. То иллюзию, ну скажем, одну посылает человеку, что он что-то значит, что он летает в облаках, небожитель и тому подобное, а другому наоборот, что он раб, червяк и вообще никто. И ничего он не может. То есть лишает человека его суть. Ну, опять-таки скажу, от выбора человека зависит много. И от первого шага каждого из нас зависит очень-очень много. Но порой сделать этот первый шаг сложно. Вот как раз из-за таких вот моментов и комбинаций. А многие вот сидят и думают, да, вот хорошо, я пойду, я сделаю, но мне надо набраться сил. Вот я не чувствую духа, чтобы тут сила какая-то ко мне пришла, чтобы я вот мог выйти и Не рассказать. задумываться, о чем говоришь, сам Да, Дух да, Божий да. Вот что я буду говорить, вещал вдруг я, через тебя. да, ну я ж начну сомневаться, еще что-то. Знакомая картина, да, друзья? Многие через это приходят. А услышат меня, не услышат, с меня будут смеяться, моя репутация пострадает. Друзья,
Цербер в огороде дома вашего. Знаете, вот ему плевать, честно скажу, у кого какая репутация. У него аппетит очень хороший, и он неугасаемый. И, к сожалению, он не гурман. Он не выбирает только тех, у кого есть наполненность, энтузиазм. Он всех кушает. Вот дабы он не зашел в дом ваш, рекомендую перестать заниматься глупостью, ждать чего-то. Если ты понимаешь, друг мой, всю важность того, что ты можешь сделать, и ты этого не делаешь, то ты просто вредишь сам себе. Правильно? Видите, как все просто. Но, к сожалению, дьявол силен. Да, и знаете, Игорь Михайлович, дьявол часто подсовывает людям такие мысли про то, что получится, не получится. Но ведь в истории же Нет, были случаи, когда получалось. Были. И вот наши просто друзья, которые изучали цикличность по Кирнам того же льда, они говорили, что мы четко прослеживаем и просматриваем, что некоторые 12-тысячелетние циклы, они более четче видны там, по следам пепла, некоторые слабее прослеживаются. Но говорит ли это о том, что удавалось людям, были цивилизации, которые смогли заблаговременно стабилизировать ситуацию с климатом и спасти человечество, скажем Я так, скажу так. себя? Мы не первая цивилизация на этой планете. Были те, что практически полностью исчезали, а были те, что просто покинули нашу планету. Ведь это не новость. Ведь следы их деятельности прошлых цивилизаций, они есть. И самое интересное, что, скажем аккуратно, в их следах есть инструкция того, как сделать так, чтобы даже цикл не помешал нам выжить и достичь созидательного общества, и даже идеального. Ведь на тех же, не будем так вдаваться в подробности, скажем так, на нашей планете осталось слишком много следов прошлых цивилизаций. Да, пытаются нам это все переделать, пересказать и тому подобное, но мы ведь, скажем так, свободные люди. Мы способны оценивать ситуацию здраво. И мы прекрасно понимаем, что современные технологии никаким образом нам, как цивилизации, такой достигшей серьезного такого развития, и в том числе и технического, и научного, но мы не способны повторить то, что делали тогда. И вот помимо того, что они оставили специально нам как указание, что они были, те сооружения, которые никуда не исчезнут, есть масса артефактов, есть масса указаний на то, как сделать так, чтобы в действительности в этом цикле мы смогли не просто жесткий ошейник одеть на Цербера, но и взять его на короткий поводок. Это все есть, друзья. Это правда. Когда-то вы говорили, что если дается какая-то задача Обязательно. цивилизации, человечеству. Я скажу так, человеку и человечеству никогда не ставится задача такая, на которую бы не было решения. То есть любая задача всегда имеет решение. Вопрос лишь в том, что если это малая задача, мы ее способны решить самостоятельно, это одно. Или задача, требующая небольшого количества людей, это другое. Но когда глобальная задача и требует консолидации всего человечества, то это уже серьезно. Понимаете, вот самая сложная задача — это та, которая требует, как на сегодняшний день от нас, консолидации всего человечества. И в действительности климатические изменения, сейчас все видят уже, знаете, уже даже до глупцов доходить начинает, что это серьезно. Да, они пытаются как-то это все перевернуть в бизнес, как-то не сильно пугать нас и тому подобное. Но в действительности напуганы все уже, потому что понимают, что это серьезно, что это одновекторно, и последствия будут тяжелые не когда-то через 100 лет, а мы уже вошли в это. То есть то, что нам обещали 80-100 лет, еще у нас есть, уже нету их. Уже все понимают. И сейчас даже экологи нам говорят, максимум 10 лет. И не только экологи, но и другие специалисты. Это тот срок, который нам отвели. Оно, друзья мои, никогда не бывает безвыходных положений. Почему? Потому что Бог не дьявол, Он милостив. И Он всегда протягивает руку.
мы ее отдергиваем, потому что нам дьявол запрещает протянуть свое к нему навстречу. Видите, как все просто. И в данном случае, да, нас не хотят слышать люди, когда мы им рассказываем. Ну, может быть, мы не с той стороны рассказываем, или, может быть, человек настолько тупой, что ему одного повторения мало, может, ему надо 100 раз рассказать. Тогда он поймет. Да, работы много. Но куда деваться? Жить-то хочется, правильно? А задачи мы решим. Никуда они не денутся. Тем более это все не с пустого места. В действительности, ну, скажем так, не так страшен черт, как его рисуют. И не настолько это сложная задача, как кажется. Ну, это ж так. Ну, вы знаете, просто как люди парируют, что они говорят. Вот ты смотришь на современную науку какую-то, и ты понимаешь, что столько тысячелетий, столько столетий вообще, а знают там 5% материи всего лишь. 95% всего, что есть там в физике, в астрофизике, это темная какая-то энергия, темная материя. А здесь менее чем за одно поколение необходимо найти вот это эффективное решение, которое поможет справиться. Да это даже не за поколение. Менее чем. Здесь не сильно много у нас Поэтому, времени. конечно, ты понимаешь людей, что они немножко не верят в современную науку, которая себя так дискредитировала. Ничего на себя не дискредитировала. Давай начнем с другого. Я бы сказал так, друзья, не наука себя дискредитировала, а человечество себя дискредитировало. Почему? Мы существуем сколько тысяч лет, и мы до сих пор не цивилизация. Понимаете? И наука у нас. Ну, давайте честно говорить, наша наука — это наука наблюдения фактов. Это та наука, которая, ну, скажем так, пользовательская. Она не та наука, которая созидает. То есть, я скажу проще, мы не обладаем силой. Пока что мы манипулируем и используем энергию. Ну, для думающих, понимающих, ответ здесь ясен. Почему? Потому что мы не цивилизация. Человечество сможет обладать силой лишь тогда, когда станет на первую ступень эволюционного развития как цивилизация. Ну, разве мы цивилизация, друзья? Нет, конечно. Да, я понимаю, сейчас могут возникнуть вопросы с позиции там тех, кто ну, хотя бы немножко знаком с физикой, как это мы же знаем, что такое сила, мы знаем, что такое энергия. Да, друзья, мы так придумали и так выражаем свое мнение. Ну, называем вещи, которые мы наблюдаем и научились как-то их использовать, ну, называем так, как нам удобно, да? Но являются они таковыми или нет? Вот простой вопрос. Ну, нет. Ответ на самый серьезный вопрос, который сейчас стоит перед человечеством, ну, я скажу так, он на столе. Все очень просто. Да, нужно собрать всех ученых мира. Да, в этом есть необходимость. Да, все человечество должно собраться. Мы должны изменить свой мир для того, чтобы смогли мы все выжить дальше. Но это условие. Вот приведу простой пример. Ведь каждый, скажем, миллиард человек менялось все. Каждый миллиард менял наш мир. Разве не так? Да. У нас появлялись новые открытия. Ну, мы делали огромные прорывы в науке с каждым миллиардом. Ну, сейчас пришло время сделать еще один прорыв. Но самое смешное, знаешь что? Ни один человек ничего нового не придумал. И вот это самое печальное, друзья. Все наши величайшие изобретения, они существовали, существуют и будут существовать. Мы всего лишь покупаем информацию. Ну, мы по этому поводу говорили много, просто. Сразу строки из Библии всплывают, что нет ничего нового под солнцем. Что было, то Конечно. будет, что делалось, то будет делаться. Совершенно И что если правильно. кто-то скажет, что это новое, то нет, это уже было в веках ранее. И не раз. И вот возвращаясь к тому вопросу, о котором ты говорила, о кернах, о следах. Да. Да, были цивилизации, которые смогли, скажем так, посадить на жесткий ошейник и короткий поводок Цербер. И были они не раз. Так если они смогли, почему мы не сможем? Простой вопрос. Ну так же. И у нас есть такая возможность, друзья. Знаете, ответ на этот вопрос, еще раз говорю, он лежит на столе. Вот давай задам задачу, в которой кроется ответ. Вот. Так открыто.
Да, просто Давайте. всего лишь это очень простая задача. Мгм. Давайте представим себе 1 тонну 100-долларовых купюр. Мгм. Представили, да? Это 100 миллионов. Ну, представляем, такая вот палет Мгм. такой, да, Мгм. в тонну. Мгм. Теперь мы забираем из этой тонны долларов элементарные частички. И Мгм. вот знаете, что самое интересное? Они помещаются от тоненькой медицинской иглы на самый-самый кончик. Все. Вот со всех долларов мы забрали элементарные частички и разместили их на кончике самой тоненькой медицинской иглы. Ну, представляете, насколько это меньше? Ну, я вам даже больше скажу. Вот на этом кончике, самом тоненьком кончике медицинской иглы, помимо вот этих элементарных частичек, которые мы забрали у долларов, останется еще место, ну, давай так вот скромно скажем, для всех футболистов, да что там футболистов, для всех мячиков, для их домов и всех фанатов вместе взятых футбольных. Вот для их частичек останется еще место на этой игле. И самое интересное, что вес этой иглы не изменится даже ну, на миллионную грамма. Вот вообще не изменится при этом. А доллары просто исчезнут. Представляешь? Мгм. Вот тонна долларов. Частички элементарные забрали, которые вообще ничего не весят. Ну, по факту. Даже вот вообще никак не увеличили вес иглы. А я не спрашиваю, куда делись доллары, Бог с ними. Куда делась тонна? Друзья, простой вопрос. И ответ на этот вопрос, он и является ключевым в том, чтобы спасти нашу планету. Это действительно так. Более того, не только посадить Цербера там на вот этот жесткий ошейник, короткий поводок и все остальное, но это основа работы репликаторов и массы таких уникальных возможностей, о которых даже наши фантасты не догадались. Это действительно Мгм. так. Почему Мгм. наши фантасты до этого не догадались? Потому что мы живем сейчас реально в мире потребления. Мгм. Он действительно потребительский формат. Мы все потребляем и манипулируем лишь тем, что мы можем, ну, скажем так, потреблять, не больше. Тоже электричество, Мгм. да, но мы опять-таки им манипулируем. Это как энергия. Мы манипулируем энергией, но мы не обладаем силой. Мы не можем ей управлять. Почему? Потому что мы даже не цивилизация. А сила — это то, что созидает. Понимаете, вот из ничего делает что-то. Мы сейчас этого не можем. Мы в действительности не можем даже решить элементарные задачи. Ну, многие скажут, а как же ученые, которые создали то-то, Мгм. то-то, то-то. А что они создали? Летательные аппараты — хорошо, Мгм. да. Разве древние нам не оставили летательные аппараты? Мгм. Ну, телефоны, еще что-то. Разве это вершина эволюции? И разве нет намека от наших, ну, скажем, про цивилизацию, что это было? Так мы изобрели или просто купили эту информацию за силу своего Мгм. внимания, за те годы вложения внимания в какую-то цель мы, скажем так, приобретаем. Мы приобретаем за счет своего внимания те, ну, блага или знания, или открытия, Мгм. ну кто что, для того, чтобы это потом передать обществу, ну, заодно заработать, прославиться, еще чего-то. Но также Мгм. они в заботе о всем человечестве. И разница здесь огромна. Игорь Михайлович, ну вы знаете, но пока вот идет наша передача сейчас, все равно я понимаю, что сознание возвращается к вашей задаче, которую вы задали нашим зрителям, и оно предлагает массу вариантов. Где же масса? Вот. Ну, И ты понимаешь, что ты, ну, то есть оно тебя возвращает и возвращает в эту точку и засыпает тебя ответами. конечно. И Я с тобой целиком и полностью мгм, согласен, что очень много людей, наших уважаемых мгм, друзей, начали сразу считать, ну, мгм, что это элементарно, понимаешь? Вот если подходить к этому мгм, не глубоко, а с позиции, ну, такой вот
поверхностного ознакомления даже с современной физикой, Мгм. ну сразу приходит масса ответов. Ну да, что это может быть как-то в информации она скрыта Ну, или как-то есть в том, что вес, есть удерживает масса, да? расстояние. Да. Да. Ну, скажем так, масса и вес, они в нашей реальности совпадают здесь, ну, при условиях имею в виду. Мгм. Ну, к примеру, да, вот масса — это килограммы, Мгм. а вес — это ньютоны, там, ну Мгм. и тому подобное. Ну, есть опора, С какой есть, силой, да, бить да, на с какой опору? силой. А если мы выведем космос, оно все Мгм. исчезает. И вот где делать 100, на ответ как бы открытый лежит на столе. Где? На каком столе? Дайте обоснование. По факту, не фантазии. Понимаешь? На каком столе? А я не оговорился. Мгм. Ответ лежит на этот вопрос и в столе, и в этой рубашке, и в этом колечке, и в наших телах. Мы этим пользуемся каждый день, многократно. Правильно? Есть ли надежда, что в комментариях к нашей передаче будет этот ответ? Нет, конечно. Мгм. Почему? Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам, всем человечеству, нужно вложить массу нашего внимания и сил в ответ, который нам необходим. И еще нужно собрать ученых за один стол, настоящих ученых. Мы уже говорили по этому Мгм. поводу. И устроить настоящий мозговой штурм. И тогда мы сможем. Мы же не на пустом месте начинаем. У нас есть понимание, но это решение всего человечества. Это наш общий выбор должен быть. Если мы это не принимаем как человечество, тогда мы становимся банальным, очередным кормом для Цербера. Ну что сделаешь? Это наш выбор, это правда. Как бы она грустна ни была. А с другой стороны, нет так нет. Правильно? Получается, что природа массы — это самый дорогой, по сути, ответ, Нет, цена которого — жизнь. абсолютно не Нет? самый дорогой. Вот этот ответ, он Мгм. самый дорогой для нас, для Мгм. каждого, понимаешь? Мгм. Для тех, кто не хочет слушать за созидательное общество, для тех, кто вообще наплевал на всех и вся, Мгм. для тех, кому и так хорошо без созидательного общества, Мгм. скажем так. Ну и для нас, друзья, это самый важный ответ. Для нас. Мгм. Ведь это первая ступень эволюции, как цивилизация, Дальше задачи усложняются. на целый порядок. Вторая ступень — на Мгм. порядок выше. Мгм. Ну и опять-таки порядок, знаете. Ну как у нас воспринимают порядок? Что-то очень значительное. Цены Ну на порядок выросли. Кто-то кого-то на порядок старше. вот видишь, на Мгм. порядок, да? Мгм. А порядок — это в 10 раз, а 2 порядка — это в 100 раз. Тогда по-новому уже звучат слова «единство удесятеряет силу». Когда у тебя есть под словом «порядок» не просто в обиходе используемое слово, а А за в этим 10 стоит раз, настоящая математическая, по сути, конечно. величина. И с И каждым разом. возможность. Мгм. Вот представьте, друзья, что наши возможности как цивилизации увеличиваются в 10 раз. Ну, мне кажется, это стоит того. То есть то, что для нас сейчас не то, что недоступно, а вообще даже мы даже не представляем это, оно становится естественным и обыденным. Я же говорю, рассказываем людям, вот Мгм. показывают за те же репликаторы. Ну, и есть репликаторы, которые, ну, я бы не назвал их репликаторами, это манипуляторы с молекулами. Это все равно, что с слонами в Африке манипулировать, знаете, ну это не то. Но все равно это первый шаг к этому. Так люди даже не слышали за вот этих перемешивания слонов, что мы это уже можем, то есть Мгм. удивляются. Ну, потому что беда у нас в том, что каждый живет своей жизнью. Мгм. Настолько мы замкнуты в себе, что мы не думаем друг о друге. Вот в чем беда. Из нас сделали не то, что рабов, из нас зомби сделали, Мгм. которые зациклены только на себе. А как раз свобода, она дает понимание, ну, цивилизации, Мгм. Мгм. общности всего человечества, что мы в реальности друг без друга не можем, что мы должны быть единой семьей. Нас не надо разделять, мы должны объединяться. Тогда раскрывается наша возможность. А когда мы разъединены, ну мы просто корм. Корм для бесов, корм для, извините, для тех же червей, когда наше тело сдохнет, да? Пока мы живы, мы опять-таки корм для тех же червей, всяких микробов и всего остального. Но став на одну ступень цивилизации,
то, что для нас сейчас является патогеном, оно для нас становится энергией. То есть тот микроб, ну, я не знаю, вирус, те же грибы, которые попадают естественным образом в наш организм, они могут преобразовываться в пролонгирование нашей жизни. Вы себе даже не представляете, что это. Это энергия жизни, которую взять просто так невозможно нигде. Она сама будет приходить в наш организм. И я вам больше скажу. Вот сейчас говорят, не трогай кошку, да, в ней токсоплазмоз. Да мы этих кошек разводить будем, и заражать их токсоплазмозом специально. Ну, я шучу, конечно, не надо правозащитникам животных, скажем так, возмущаться сразу. Но сам факт, что то, что нас сейчас убивает, потом нас будет спасать. Почему? Потому что это все превращается в жизнь. Все живое, даже мелкое живое, потому что оно насыщено силой. А вот сила — это та энергия, которой мы сможем манипулировать. Я думаю, ну, более-менее хоть Развернуто. да, хоть как-то мы ответили на этот вопрос, что это все реально и возможно. Так что, друзья, все просто на самом деле. У меня остается один вопрос: где тона, друзья? Вот где тона? Здесь вопрос не масса, не вес. Хоть масса, хоть вес. А где тона? Ну или проще, а где баксы? Вот лежала тонна, мы забрали лишь частички. На самом деле мы забрали из огромного объема, ну это ж огромный поддон, это ж не один причем. Это целая тонна. Да? И вот мы с этой тонны забрали вещества материального столько, что никакого веса, никакого объема, ничего в нашем понимании привычно. И билета с долларами просто исчезла. Так же ж? Одно точно: невозможно не включиться в поиск ответа на этот вопрос. Сознание автоматически включается в поиск ответа. Знаешь, Ты что понимаешь, самое что одно смешное? дело наши зрители, а если это будет 8 миллиардов человек? Друзья мои, я вам открою большой-большой секрет, что об этой технологии на сегодняшний день очень много сказано из древних источников, из тех настоящих прошлых цивилизаций, которые выжили. Они нам, дурачкам, они оставили это все, чтобы мы этого не забыли. И это все есть, но увидеть мы это сможем лишь тогда, когда поймем сами. Так мир устроен. Знаете, тут как АЛЛАТРА. Вот многие, ну вот из вас же, друзья, читали и Библию, и Коран, и многие другие, да? Но понять смогли лишь тогда, когда изучили АЛЛАТРА. Почему? Ключи. Самое важное в жизни — это ключи. Это действительно так. Но для того, чтобы мы эти ключи получили, для того, чтобы мы ответили, где эта тонна баксов, и в действительности стали людьми свободными, с огромными возможностями и, самое важное, с полной свободой, нам нужно для этого приложить усилия. Нам нужно вот этого соседа, который не хочет нас слушать, проинформировать неоднократно, найти к нему подход и рассказать, что это выгодно ему и его детям. Да, будут попадаться, конечно, такие, но может быть 1 на миллион, и ему это в действительности не нужно. Почему? Потому что он просто шизофреник, он социопат. Ну, не без этого. Но решает большинство людей. А практически все люди, они хотят жить, они хотят быть свободными. Они этого в действительности хотят. Просто об этом еще не знают. И вот наша цель и задача — донести эту информацию, что это возможно, и что это реально, но зависит от нас, и что это выгодно всем. Вот буквально в смысле всем. Ну и самая большая выгода, знаете, в чем заключается? В том, что мы оставим себе жизнь и сохраним нашу планету. И плюс бонус маленький. Мы обретем такие возможности, о которых даже и не снилось на сегодняшний день даже нашим фантастам, не то что научным сотрудникам. Так что, друзья, все зависит от нас. Сегодня как никогда общий результат зависит от усилий каждого. Правильно. Так что, друзья, если что не так, извините, но мне такие интересно, где тонна бакс. Спасибо, что были с нами. Давайте просто любить друг друга. Спасибо. Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
Спасибо вам, друзья. Мир вам.